Уже на протяжении многих лет научно-производственная фирма «Сады Чечни» обеспечивает Чеченскую республику и всех сельских жителей саженцами высоких сортов. Их продукция пользуется широким спросом как на местных рынках, так и по всей стране. Этого сложно было бы добиться без должного ухода. По словам местных работников, основная проблема в садоводстве – это заражение саженцев или же местных плодов различными вирусами и инфекциями. Для предотвращения столь пагубных для деревьев явлений необходимо тщательное наблюдение за растениями и правильно подобранная минеральная смесь из витаминов и микроэлементов. Далеко не последнюю роль играет и растительная функция. О том, как правильно сажать плодовое дерево и как за ним ухаживать, информационному агентству «Грозный-Информ» рассказал руководитель Чеченской региональной общественной организации инвалидов по зрению, победивший тьму, Рамзан Мустаев, который за свою жизнь посадил сотни плодовых деревьев. Сейчас у нас август. Посадка в Чеченской республике, это самое хорошее, считается поздней осенью и ранней весной. Если не успели поздней осенью, можно ранней весной. Самое главное, что надо, выбрать посадочный материал. Мы, если идем, я рекомендую выбрать посадочный материал, который у нас районирован. Примерно Чеченской республики. Где родился, там и пригодился. Берете, идете на базар и самое главное, говорите продавцу, это привитая у вас саженец или не привитая? И покажите мне место прививки. Вот я вам укажу вам место прививки. Если места прививки не будет, это значит, дерево просто будет расти, но вам плодов не будет давать. И корневая система, чтобы была хорошая, примерно несколько ответвлений. Видите, вот здесь несколько ответвлений. Самое главное, что ничего сложного нету, трудного нету копать дерево, копать под дерево, высаживать его. Что для этого надо? Берем саженец, измеряем просто, видите, корневая шейка углубится или не углубится. Ставим, что, лопатку, видите, корневая шейка, вот эта корневая шейка, она может углубиться. Но место прививки, запомните, она никогда не должна углубиться. Если место прививки будет углублено, что дерево будет задыхаться по-простому. Она будет запотевать, задыхаться и погибнет. И мы стараемся показать там, что высаживаем, выкапываем большую глубинку, и что делаем? И дерево погибает. Хотим сделать лучше, но это большая ошибка. Еще самое главное, что вот мы примерили, лопатку взяли, видите, немножко, если мы сделаем, она будет очень идеальна. И что? Место прививки, вот я указываю, должно смотреть на юг. Но не обязательно компас брать. У нас в Чечне все легко. Кибла, где находится, вот как бы дерево молится, вот она находится. Вот. Что надо? Мы готовим болтушку. Вот берем вот эту землю, почву. Можно сюда. Сейчас у нас август, но когда вы будете, можно его полить. Это называется болтушка. Поливаем, перегной делаем, перегной сюда насыпаем. И вот болтушку делаем. И смотрим, углубляем. Вот сторона находится где? Сторона находится на юге. Место прививки. Держим, помощник держит двумя. Да, вот держим. И что? Берем, закапываем. Вот закапываем и смотрим, чтобы почва под везде уходила, воздуха не было. Можно немножко его немножко притоптать. Зачем притоптать? Чтобы не было воздуха, не было, чтобы она сохранялась хорошо. И обратно можно полить. Поливаем. Видите, можно очень хорошо полить. Вода ее сама углубит. И что? Ничего сложного нет. Взяли и почву везде. Расскажите, как правильно обрабатывать дерево на протяжении всего роста, вот, чтобы появились здоровые плоды? Да, это процесс очень тоже нетрудный. Если будет желание, вы найдете 100 возможностей вырастить дерево, чтобы на дерево не надо кричать, не надо ругать, она вам дает плоды, ухаживает, и все. Что мы все дали жизнь этому растению. Что надо? Осенью посадили, ждем зимы, не успели посадить, сажаем весной. Весной самое главное саженцам вот в течение вегетационного периода, первогодки, что надо? Надо поливать их. Через день, через два, через три. Потому что, видите, это
верх большой, а корни маленькие, и надо питательные вещества и влага, чтобы поступала. И обязательно, что второй процесс называется обрезка. Обрезка уже когда второй год, третий год плодовым деревьям, вы формируете крону. Какую крону формировать надо? Ну, чтобы было, посещали там, попадали солнечные, свет попадал, чтобы на формирование кроны, вазообразная крона, разные, чтобы легче было убирать на плодоношение. Это целый цикл. Примерно я пришел к парикмахеру и сказал, покажите мне, как делать прическу. Он не будет за 1 минуту. А это все на плодоношение, какие цветочные оставлять почки, как чтобы это. Второй процесс еще называется, это главный процесс, это защита от болезней и вредителей. Это не очень сложный процесс, но примерно вот видите, вот у нас груша, яблоня, черешня. Примерно в сезон надо минимум 2 обработки сделать. Первую обработку сделать против вредителей. Это у нас очень много сейчас вредителей. Это тли, медяница, плодовая моль, плодожорки. Их перечислять времени не хватит. И болезни, там, мучнистая роса. Это. Их можно комбинировать. Это очень нетрудно пойти в магазин и сказать, дайте мне препараты, ядохимикаты от болезней и вредителя. И их около много. Дейцы, цимбус, амбуш, их перечислять много. Вот у нас находятся примерно опрыскиватели, хорошие есть, гидравлические, немецкого производства. Есть простые, можно купить, называются они шприцы. Их обрабатывать против болезней и вредителей. И еще обязательно поливать. Если вдруг такое время будет, полив, нету воды. Что надо? Его надо взрыхлить, чтобы попадал кислород там. И еще процесс против сорняков, ну это мужчины там как косят, это, ну этот процесс. Рано весна наступит, мы посадили сейчас осенью дерево, рано весной надо побелить, чтобы солнечных ожогов не было. Потом надо взрыхлить. Потом надо против болезней, вредителей работать. Но первый год так болезней, вредителей много не бывает. Вот это примерно 3-4 год. Вот посадите, я рекомендую сажать первые районированные. У нас яблоня, груши, слива, черешня, абрикосы очень хорошо растет. Персик очень чувствительный. Это в Южном Дагестане растет. Иногда бывают любители гранаты сажают, иногда эта температура не выпадает каждый год, и погибает, и очень жалко. Районированные сорта, яблони, груши, черешня посадил, и вам хороший урожай дает. Не надо привозить откуда-то, из Сибири, из Египта, такие деревья. Они очень трудно приживаются. А наши у нас есть хорошие питомники, вот это, правильную посадку сделал, и все, приживется дерево. Примерно 100 деревьев я посадил, примерно 5% бывает, 5-10% бывает не приживаются из-за каких-то причин. Ну, вы можете досаживать их там. И вот так и деревья будут. 3-4 год, видите, они вам дадут уже плоды там. В какое время посаженное дерево дает плоды? Вот, то есть на третий год уже дает хорошие плоды, 4-5 год уже производственное плодоношение бывает у среднерослых, низкорослых. С чем они лучше низкорослые? Сейчас, помните, высокорослые 5-10 метров, туда залезать надо, опрыскивать не попадает, площадь они большую занимают. Где вы можете 50 деревьев посадить примерно, этих низкорослых там, только не клоновых таких, есть пальметных, таких простых, низкорослых, среднерослых, посадить 50 деревьев, чем 6-7 деревьев, которые трудно ухаживать. 4-5 год и будут вам давать урожай, будете варенье, это, компоты, все готовить там. Примерно продолжительность жизни, если хорошо ухаживать за ним, 25 лет, если еще хорошо ухаживать, 35, ну если так очень любезно ухаживать, может до 40 лет они давать вам урожай. Ваши дети, внуки даже могут пользоваться.